Из России в Таджикистан могут экстрадировать еще одного коллегу из-за ОМОНа. Двум странам Центральной Азии предрекли беспорядки. Всемирный банк даст Таджикистану $45 миллионов на водоснабжение. Узбекским СМИ снизили налог на 50%. Бывший коллега из ОМОНа, осужденного защитника прав мигрантов, задержан по запросу Таджикистана в Российской Федерации. Это 30-летний уроженец Донгары Эмомали Холов. Родственники Холова опасаются, что вскоре его могут депортировать в Душанбе. Власти Таджикистана никак не прокомментировали факт задержания Холова, но в запросе, который был направлен в Россию, написали, что он объявлен в розыск в марте 2021 года. По словам родственников, Холов уже несколько лет живет и работает в России. Он был волонтером в центре таджиков, в котором возглавлял Иззат ОМОН и помогал нуждающимся мигрантам во время пандемии коронавируса. По словам его коллег по центру таджиков, сотрудники Горшенского РОВД Курганской области решили экстрадировать Холова в Москву. В письме Горшенского РОВД в районную прокуратуру этого же района также утверждается, что Эмомали Холов на основании запроса начальника Донгаринского МВД Хафизода находится в розыске с 3 марта 2021 года. Британское издание The Economics назвало 9 стран мира, где высока вероятность возникновения беспорядков в ближайшие 12 месяцев из-за подорожания стоимости продовольствия и энергоносителей. Среди 9 претендентов на социально-политических потрясений фигурируют сразу 2 страны Центральной Азии. В публикации рассматриваются возникшие в мире проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью вследствие пандемии российско-украинского военного конфликта. Кыргызстан включен в список стран, где в ближайший год возможно беспорядки. Прогнозный уровень эксперты оценивают как высокий. Помимо Кыргызстана, населению которого отстаивание своих прав и свобод является привычным делом, в список неожиданно включен Туркменистан, где люди обычно терпят все тяготы жизни. Таджикистана же в списке нет. Автор публикации отмечает, что в Кыргызстане за 30 лет государственной независимости были свергнуты 3 президента. Предполагается, что повышение стоимости продовольствия и энергоносителей, большая часть которых поставляется из России, могут привести к беспорядкам. В целом, отмечается сильная зависимость Кыргызстана от России, в том числе зависимость от денежных переводов, которые отправляют на родину мигранты. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил грант на сумму $45 миллионов для финансирования инвестиционного проекта по водоснабжению и санитарии в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации. Помощь выделяется за счет средств Международной ассоциации развития, которая является членом группы Всемирного банка. Пресс-служба банка отмечает, что в Таджикистане по-прежнему самая низкая в Центральной Азии доля населения, обладающая доступом к услугам безопасного водоснабжения. Это примерно около 55%. Учитывая отсутствие достоверных данных об обхвате услугами водоснабжения и их качестве, в 2021 году Таджикистан приступил к разработке национальной программы водоснабжения. Гранты на водоснабжение и санитарии Таджикистану выделяются уже 30 лет, но основная часть этих грантов разворовывается чиновниками. С 1 июля текущего года по 1 июля 2025 года налог на прибыль средств массовой информации в Узбекистане будет снижен на 50%. Об этом говорится в постановлении о мерах поддержки средств массовой информации и развитию сферы журналистики, подписанном президентом Шавкатом Мирзияевым 27 июня. В документе указано, что с 1 июля этого года по 1 июля 2021 года средства массовой информации уплачивают налог на прибыль по налоговой ставке, сниженной на 50% по отношению к установленной налоговой ставке, за исключением средств массовой информации рекламного характера. Кроме того, в целях регулярного поощрения активных журналистов и формирования среди них здоровой творческой конкурентной среды авторам ежеквартально будут присуждаться денежные премии в размере 50-кратного размера базовой расчетной величины за 100 лучших статей, опубликованных в СМИ.